это как бы само по себе получилось. Естественно, я не ожидал этого. Рад? Ну, рад, алхамдулилла, конечно, рад. Да. Первое место в конкурсе на лучшее подсобное хозяйство и 500 тысяч рублей для Заура Бекова стали полнейшей неожиданностью. Поздравить победителя приехали представители Минсельхоза, а радушный хозяин спешит первым делом показать свой участок, радующий разнообразием. Ежевика, клубника, малина, персик, слива, груша. Среди овощей капуста, огурцы, помидоры. На 20 сотках растут самые разные культуры. Самое главное, что отмечу как агроном, что Малгобекский район – это засушливый район, он как бы степная зона. Здесь очень сложно, вот скажем, выращивать и картофель, и овощи, и заниматься садом. Здесь очень сложно. И в этих условиях, в таких сложных условиях, вы могли создать такой красивый, хороший сад-огород. О конкурсе Заур Беков узнал от родственника. Решил попытать удачу и сдать документы. Признается, об участии в конкурсе даже успел забыть. Пока ему не позвонили и не сообщили приятные новости. Полученные от выигрыша деньги он планирует вложить в хозяйство. В ближайшее время хотим сделать теплицу, поставить. Хотим завести, у нас земля не очень плодородная, приходится завозить, завести земли побольше плодородной. Еще все дополнить, разнообразить. Итоги конкурса на лучшее подсобное хозяйство уже подведены. Первое место поделили между собой сразу два участника. Денежный приз в 500 000 рублей получила и Фатима Плиева из Плиева. Благодарилась, не ожидала. Для себя, для души чем ты занимаешься, и тут тебе такой подарок. Я рясла, что маслина. Свой сад-огород она начала вести 15 лет назад. Здесь 2 десятка кустов помидоров разных сортов. Чуть дальше грядки с болгарским перцем, редисом, тыквой и картофелем. По красоте и количеству урожая не отстает и сад. Здесь более 20 плодовых деревьев. Спокойствие и уют вносит и небольшой искусственный водоем, сделанный руками самой Фатимы. Участвовала она в конкурсе впервые и очень благодарна за его организацию. А благодаря денежному призу в саду появится свой уголок отдыха. Именно вот в этом месте хочу построить беседку. Это давняя мечта. Все, вот дорожку проложила, вот нужно было построить беседку. Вот сейчас, да, Эндали, первым делом будет беседка. Конкурс очень замечательный, очень интересный. Вот я наблюдала за конкурсантами, смотрела, где-то чего-то подглядела у них, что-то понравилось у кого-то. Конкурс очень замечательный. Спасибо, кто его придумал, потому что живешь, ты же не знаешь, где что, но было много интересного. Республиканский конкурс на лучшее подсобное хозяйство проводится в регионе уже 3-й год подряд. В этом году на участие подали заявки 412 человек. Из них 145 прошли во 2-й этап. Комиссия, куда вошли представители Минсельхоза, Минэкономики и различных муниципалитетов, отобрала 24 лучших подсобных хозяйства. Критериев оценки было несколько. Ухоженность, скажем так, ассортимент, то есть широкий спектр, скажем, овощных культур, плодовых культур, ягодных культур. И еще ко всему этому еще эстетичный вид. Второе место и денежный приз в 300 тысяч присудили Галине Умаровой из Барсуки. Уже 20 лет, как заботливые руки женщины поливают, удобряют и сажают в эту землю овощи, ягоды и фрукты. Свекла, морковь, лук, капуста. Тут можно найти и все ингредиенты для любого блюда. Различные соленья и варенья она раздает родственникам. Огромное спасибо организаторам этого конкурса, оргкомитету, всем тем, кто это все организовал. Знаете, стимулирует. Очень даже. Разнообразие выращиваемых культур и условия, которые создают на приусадебных участках для эффективного развития хозяйства. Вот основной критерий оценки при выборе победителей. Под него подпадает и хозяйство Гагиевых. На 5 сотках уместилось большое разнообразие сортов деревьев, ягод и овощей. Помидоры, огурцы, подсолнух, кукуруза, зелень и так далее. Ну и такое, перцы, брокколи в этом году хорошо у нас урожай дал, мы ее уже собрали, сейчас оставили на семена немножко. И, конечно же, это наша красавица, она уже отплодоносила, это черная малина Бристоль. Заявку на участие, делится Зарема Гагиева, они подали от имени Беслана Гагиева, ее свекра. Хозяйством они занимаются все вместе, поэтому как ухаживать за каждой культурой знают все домочадцы. Заявку на конкурс подали уже во 2-й раз, и пусть попасть в тройку победителей в прошлом году не вышло, удача улыбнулась семье в этом. Полученный денежный приз в 200 тысяч рублей хотят потратить на высадку еще нескольких сортов голубики. 3-е место, на самом деле, это большая неожиданность.
И я выражаю огромную благодарность. В первую очередь, конечно же, это главе республики огромная благодарность и всем тем, кто сопутствовал данному конкурсу. Развитие сельского хозяйства и помощь тем, кто трудится в этой сфере. Вот цель конкурса, инициированного главой региона Махмудом Али Калиматовым. Благодаря этому конкурсу уже наши граждане, наши садоводы, наши огородники начали ухаживать за своими садами, огородами, развивать свои сады и огороды, проводить их в такой эстетический вид и выращивают хорошие урожаи. В рамках республиканского конкурса 10 участников получат по 100 тысяч рублей, еще 10 по 50 тысяч. Призовой фонд сформирован за счет средств Национального фонда развития региона. Награждение победителей и призеров с участием главы республики Махмуда Али Калиматова запланировано на День работников сельского хозяйства. Дана Плиева, Сулейман Костоев, Новости 24.